В Малгобеке разворачивается 100 койко-мест на базе инфекционного корпуса и детского отделения Малгобекской центральной районной больницы. Из них 70% согласно нормативам будут обеспечены постоянной подачей кислорода. По указанию руководителя штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главы республики Калиматова Мутали Макшарипча дано задание о развертывании дополнительных коек для принятия больных. Поэтому было принято решение о расширении географии не только в центральных наших городах, но и в городах Малгобек и в Сунже, чтобы у нас как можно меньше было пробегов скорой помощи, потому что скорая помощь стали выезжать в день ровно в 2 раза больше, чем в обычные дни. Значит, ситуация в республике под контролем. Значит, у нас есть положительная динамика, и что по количеству заболеваемых определенный день мы вышли на плато. То есть у нас нет прироста, у нас постоянно в день 37-38 новых человек, но никак не вспышка, как была вот там 2 недели назад. Министр здравоохранения республики Зарема Альянова сообщила, что в обеих больницах штат медперсонала укомплектован. Сотрудники прошли переподготовку по оказанию медицинской помощи инфицированным и правилам личной безопасности. Благодаря тому, что мы развернем резервные койки, и именно в Малгобекском районе это улучшит маршрутизацию для пациентов. Дело в том, что сегодня скорая помощь из Малгобека доставляет больных людей в Назрановскую районную или республиканскую больницу. Очень много времени затрачивается на транспортировку, да и состояние больных не всегда позволяет так длительно находиться в состоянии перемещения. Поэтому расширение коечного фонда, улучшение маршрутизации для пациентов, особенно для Малгобекского района. И учитывая то, что здесь есть все необходимое для оказания помощи больным коронавирусной инфекцией, и также есть компьютерный томограф, мы улучшим работу и самого отделения, и также мы немного облегчим работу скорой помощи, станции скорой помощи. Они сегодня работают в 2-3 раза сложнее, чем в обычное время. Необходимое оборудование для лечения больных COVID-19, включая аппараты ИВЛ, имеется в наличии. В больнице бесперебойно работает кабинет компьютерной томографии. В день выполняется более 60 исследований, сообщила главврач Малгобекской больницы Лилия Сампиева. По решению Министерства здравоохранения и правительства с завтрашнего дня на территории Малгобекской центральной районной больницы разворачивается 100 коек для принятия ковидных больных. Эти койки развертываются на отдельно стоящем корпусе инфекционном и корпусе детского отделения. Все койки по положению 70% будут обеспечены кислородом, постоянной подачей кислорода. Для этого ведутся работы. Персонал наш Малгобекской районной больницы отработал апрель месяц на базе НГБ, где мы курировали пациентов, обучены этой работе. Я думаю, что мы справимся с поставленной задачей. Разворачивается здесь же отделение реанимации на базе инфекционного отделения. Аппаратура ИВЛ-аппараты по потребности на 100 коек у нас имеются в наличии. Вся аппаратура в рабочем состоянии. На базе Малгобекской районной больницы бесперебойно работает КТ-кабинет. Выполняется в день более 60 исследований. Возможности оказать помощь на сегодняшний день мы располагаем. Получены у нас и одноразовые, и многоразовые костюмы, респираторы, очки. Своих сотрудников защитить мы сумеем. Я надеюсь, что мы со своей задачей справимся. С началом коронавирусной эпидемии в стране у нас удвоилось и даже более чем в 2 раза увеличилось количество вызовов. Огромное время занимает транспортировка наших больных до Назрани и обратно, потому что в среднем теряется от 2 до 3 часов времени. Плюс больные, нуждающиеся в компьютерной диагностике КТ. С введением, с разворачиванием новых коек Малгобекской ЦРБ, я думаю, что эта проблема будет значительно решена и значительно уменьшится время доезда скорой помощи и оказания первой экстренной и неотложной помощи, а также помощи больным с ковидом в связи с тем, что новые отделения разворачиваются и разворачиваются новые койки.
Владимир Сластенин положительно оценил готовность медучреждений к принятию пациентов, при этом еще раз подчеркнув необходимость обеспечения медицинского персонала всеми условиями для безопасной работы врачей. Ну и в заключение хочется обратиться от имени правительства, наверное, от всех врачей, к жителям республики, чтобы все-таки продолжили ту систему самоизоляции, которая сейчас происходит во всей стране, да и во всем мире. Это единственная помощь, которую вы можете нам оказать сегодня, как нам, так и всем врачам. Ну и всем врачам, медперсоналу огромное спасибо. В Судженской центральной районной больнице оборудовано 60 койко-мест, дополнительно созданы реанимационные места. Койки обеспечиваются кислородным оборудованием. Хади Добриева, Хусейн Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24.